Айтишники, у вас у Беларусі было все. Чему вы пошли супрацьуладаў? Нет, ну это интересно, в принципе, климат для инвестиций, когда люди боятся выйти на улицу, правда? Ну, допустим. У меня новый стартап-хаб, причем я могу сейчас в пределах в любой день, в воскресенье могу моментально собрать вам супер-мега-команду. Они будут 24/7 работать за еду без выходных, потому что им делать больше нечего. Я хочу задать вам питание, якое хвалює Лукашенко. Нет, нет, нет и нет. Не представляю, как можно из Беларуси сделать Северную Корею. Интернет можно выключить на пару дней. Все-таки можно это сделать. У вас готовый тревожный чемоданчик? Кто не сидел, тот не белорус. Я хочу задать вам питание, якое хвалює Лукашенко. Айтишники, у вас у Беларусі было все. Чему вы пошли супрацьуладаў? Ну, такой интересный вопрос. Вы уже сразу там прямо в вопросе сказали какое-то количество вещей, которое неправильно. Потому что IT — это очень креативная область, и, в принципе, внутри офисов, вот за дверями или внутри этих бизнес-центров царит достаточно демократическая, свободная атмосфера. Потому что на этом и построена эффективность работы таких предприятий. И даже в самые лучшие годы количество людей, которые не могли просто так выключать вот то, что происходит здесь за пределами офиса, и тот уровень несвобод, в том числе в МИДе, в том числе в средствах массовой информации, со свободой слова, для многих людей это уже недопустимо было и раньше, поэтому отток всегда был. В этом смысле, вот в вашем вопросе с самого начала, мне кажется, есть уже немножко провокаций. Другое дело, что было, и это, опять же, не только IT, это практически со всеми людьми, которые вложили кусочек своей жизни за там, десятки лет в то, чтобы в Беларуси, в Минске вот, были хорошие вещи. Это включает в себя и вот студии, и театры, и рестораны, и дороги, и детские садики. Это же не просто так. То есть это все в экономике, чтобы появилось. Должна быть сила, которая производит, которая что-то делает хорошее. ОМОНовцы, ну, они не укладывают, очевидно, плиточку на асфальте, да, и не строят дома. И все люди, которые занимались таким бизнесом в той или иной степени, естественно, воспринимали компромисс, когда страна развивается, и в то же время политическая система остается в застое, как приемлемым какое-то время. Но это не то же самое, что у вас есть все, что вам не хватает. Ну, я мела на ўвазе найперш, што ў Беларусі ёсць такая мара беларуская жыць як айцішнік, мець кватэру, машыну, ездзіць на адпачынак за мяжу, сустракацца там з інтэлектуаламі, цікавымі людзьмі і ўвогуле як бы жыць так, як жыве цывілізаваны свет, так, развіты. Именно так. Таму і пытанне, так? У Беларусі там все льготы, кватэры ёсць, дамы ёсць, зыбіцкая, кастрычніцкая ёсць. Чаго не хапае? Навошта ісці на пратэст? Вот еще раз, тут три вещи в этом вопросе сразу вызывают критику. Конечно, не хлебом единым человек живет, и в этом смысле какую-то часть населения, безусловно, в первую очередь мотивирует какие-то финансовые или экономические или бытовые вещи. И они здесь неплохие. Я все эти годы очень часто как бы объяснял баланс вот, разный для разных людей, которые хотели, например, переехать. И я иногда по дружбе, иногда по работе я объяснял, что в этом есть баланс. Здесь твои родители, здесь ты говоришь на своем языке, здесь остается большая часть твоих друзей, здесь вся экосистема, к которой мы привыкли, да, и здесь твоя родина. Но на этой родине, например, нет каких-то свобод. Ты переезжаешь в другое место, ты теряешь очень много вещей, которые связаны с тем, что ты уезжаешь, ты эмигрируешь. Но ты приобретаешь, вот в моей ситуации, когда ты живешь 20 лет, в стране, где правит закон, где даже если ты допускаешь какую-то ошибку, тебе пришли и сказали, там, заплати штраф или это, или это. Даже если кто-то допускает ошибку в бизнесе, я не представляю, что это должно быть, чтобы человека посадили на время расследования, до кого объявлено обвинение. То есть я о таком ни разу, вот, если честно, не слышал в Соединенных Штатах. Это должно быть что-то, где уже тебе предъявили обвинение, что-то очень, достаточно серьезное. И 100% должна быть вероятность, что ты сбежишь куда-то. Иначе невозможно посадить человека в тюрьму. А тут у нас сколько? 180 дней, по-моему, да? Поэтому, когда мы говорим, чего не хватает, вот эта жизнь здесь, она же всегда была ассоциирована с какими-то рисками. Что если ты оступаешься в какую-то сторону,
то на самом деле все, что вы красивое рассказывали, оно может очень быстро закончиться. Что мы имеем сегодня? Мы имеем сегодня, что если кто-то высказывает гражданскую позицию, активную, полуактивную, еще какую-то. Была очень смешная ситуация. Один из моих однокашников, мы не общались, лет 25, наверное, больше, с момента окончания университета. Он увидел меня вот на этом всем, нашел меня на Фейсбуке, пригласил меня на пиво, потом пропал на неделю. Я говорю, слушай, там с тобой все в порядке уже, раз и так, и так. Он говорит, понимаешь, поговорили с бизнес-партнерами, решили, что пока мне лучше с тобой пиво не пить. И он это рассказывал мне и обосновывал не тем, что произошло за 2 месяца, а он мне немножечко добавил контекста, как он, ведя бизнес здесь, в Беларуси, что с ним произошло за последние 10 лет. Поверьте мне, это отнюдь не та идиллия, которая вот просто на картиночке может быть, если мы пройдемся по Октябрьской и по Зыбицкой. Люди, которые здесь ведут бизнес, они совершенно четко понимают, чем эти риски ассоциированы и как их коллеги часто попадают в неприятную ситуацию. Просто еще раз, этот контракт, он до последнего времени был достаточно, видимо, адекватным для всех участников. Но сейчас это не так, конечно. Ці кіраўніцтва ПВТ размаўляла з вами пра тое, каб вы пагутарылі з праграмістамі сваёй кампаніі, каб яны не ўдзельнічалі ў пратэстах? У меня с руководством ПВТ таких разговоров никогда не было. Я знаю, что, в принципе, чиновники, вот конкретно в Минске, разные, задают такие вопросы регулярно. Особенно эти вопросы задаются, когда очередная пачка попадает в заключение, идут разговоры о том, что, может быть, есть какой-то вариант изменить меру пресечения или еще что-то, или перед судами идет разговор о дополнительных каких-то моментах, которые должны быть учтены, там не забыть, не пропустить, что у человека 3 детей или 4 детей, еще что-то. И вот в таких ситуациях, опять же, IT или не IT, любой другой бизнес, стандартный чиновник сегодня все еще задает этот вопрос. Это у всех такое примерно. А вы не можете им сказать, чтобы они не выходили? И ответ, в принципе, каждый раз тоже стандартный, что, во-первых, у нас никогда не было принято говорить людям, что думать, как делать. То есть, в принципе, мы так никогда не оперировали. И особенно сейчас, потому что, если человек вышел, он уже точно посмотрел телевизор, осознает все риски. Если он после этого все еще выходит, то, разговор бесполезный. Да? И вот это то, что мы пытаемся объяснить и как Координационный совет властям опосредованно, что тут же проблема вот в чем. Протест этот никто не контролирует. Все, что мы можем делать до какой-то степени, это направлять следующие шаги, как выходить из кризиса. А уровень демонстрации, когда народ демонстрирует, что у нас большинство, и демонстрирует свою силу и свою решимость довести это до конца, точно так же, как власти продолжают демонстрировать, что, ребята, вы там ходите, а полиция, милиция там, и это все на нашей стороне, и пока мы там деньги платим, все хорошо, они нас защищают. Там, не знаю, по сути, кого они сейчас защищают? Они защищают, наверное, 10 тысяч семей чиновников и самих чиновников, чтобы у них оставалась та работа, которая у них есть. Потому что понятно, что сейчас силовики не выступают на стороне народа. Вот мы демонстрируем друг другу свои сейчас позиции пока. Як вас отпустили з працы зараз у Беларусь, як вы з'ехали? То есть вопрос отпустили, он не стоит на повестке дня, там же не рабы работают, каждый принимает для себя решение, кто как считает нужным делать. При этом все, с кем я общаюсь, безусловно, сопереживают, очень волнуются. Многие проверяют и продолжают долбить несколько раз в день, несколько раз в неделю. То есть это надо просто бота ставить, им отвечать, что все в порядке. И большинство людей, включая те, кто не из Беларуси, они понимают, откуда, какая мотивация, что происходит. Может быть, не сразу уровень рисков все понимают, но, в общем-то, я думаю, после 2 месяцев уже почти все понимают, что происходит здесь. А вы разумелі ўзровень рызыкі, калі вяртались? Конечно. Якую рызыку вы допускали? Все, что происходит. Смотрите, после того, что произошло 9 числа, все-таки уровень риска спадает, а не увеличивается. Давайте тоже смотреть реально на вещи. Будем надеяться, что на тот уровень насилия это уже не вернется.
Но как бы все-таки то, что было 9, 10, 11, это был пик риска для людей, и это был пик насилия, который был в Беларуси. Даже с учетом там, того, что у нас там водометики поездили вот в эти выходные, и того, что было в день инаугурации, все равно как бы уровень 9, 10, 11 он был выше. Чому ви думаєте, що все не може вернуться у тыя дні і яшчэ больш? Я не то что думаю, я надеюсь, что нет. И я надеюсь, что урок извлечен, и что понятно, что такие вещи, наоборот, только усиливают раскол в обществе и усиливают эскалацию. Как бы каждое действие, оно рождает противодействие. На сегодняшний день вот эти почти 2 месяца, они это очень четко показывают. Что чем больше насилия, тем больше решимость как бы людей этому насилию противостоять, потому что как бы невозможно забыть это просто так, забыть, простить и уйти обратно и жить своей жизнью. Да? То есть каждый раз вот это негативное резюме людей, которые сейчас руководят целым блоком, оно же не улучшается, оно только ухудшается. Поэтому поэтому я надеюсь, что это немножко останавливает. У які момант ви зразумелі, што павінны вярнуцца ў Беларусь? 9 числа. Што адбылося? Што вы ўбачылі? Ну вот я, во-первых, благодаря вашим коллегам, часть каких-то видео просачивались в российские каналы, вот, в частности, там «Дождь». У меня телеграмма тогда не было еще на телефоне, я не пользуюсь как бы ни корпоративными мессенджерами особенно. И мне звонили люди по GSM отсюда, и потом я начал перезванивать и рассказывать им, что на самом деле происходит в Минске. Потому что не было никаких средств связи, и мы как бы видели гораздо лучше, что происходит, благодаря вот телеграм-каналам, которые сбрасывали это в такую вот медиа, а у них практически был каверидж 24/7. То есть у них весь вечер, воскресенье, до ночи это все происходило. Так что да, 9. Вас тады хтосьці адгаворваў? Оно не то, что отговаривали кто-то, но как бы это надо было время и логистически решить какие-то вопросы. И вот тут как раз у людей вопросы возникали. Потому что все-таки мои какие-то друзья, соседи, родственники, не все понимали это хорошо. Какое-то время надо было объяснить. Но это было достаточно просто, я это уже говорил в предыдущих интервью, то есть ты показываешь там фотографии парочку на тот момент или видео. К сожалению, было достаточно, что показать, особенно когда люди стали выходить из Окрестина, вот там стали появляться фотографии из больниц. То есть ближе к середине недели, мне кажется, уже можно было ничего не говорить, достаточно было показать 1 или 2 картинки. Просто што многія лічаць, што можна ж дапамагаць там перавесці з-за мяжы грошы пацярпелым ці яшчэ штосьці. Што кіравала вамі, што вы павінны былі сесці ў самалёт і прыехаць у Мінск? По поводу, во-первых, того, что говорите, что можно помогать издалека, безусловно, можно. И то, что люди делают, это совершенно замечательно. И то, что они выходят на какие-то акции поддержки, и то, что помогают деньгами, это класс. Это на самом деле показывает, сколько всего можно сделать будет потом, когда здесь установится все-таки нормальная правовая система, потому что вот весь этот уровень патриотизма и гордости за свою страну, он у этих людей никуда не денется, он останется. А дальше тут каждый должен выбирать уже приемлемый для себя уровень рисков, потому что, вот как вы только что намекнули в предыдущем вопросе, он не маленький. И у каждого здесь, безусловно, своя ситуация. И то, что я нашел для себя допустимым, не обязательно допустимым для других людей. И тут есть моменты, которые можно делать только здесь. Вот мы там говорим про сбор помощи. Сегодня, чтобы помощь сюда поступала каким-то образом и вообще помогать людям, которым действительно надо помогать, это очень сложно. Практически невозможно. Потому что власти всегда делали все, чтобы препятствовать работе и точно уж не помогать некоммерческим организациям, которые могли заниматься благотворительностью, потому что они всегда опасались, что вот это может оказаться очаг чего-то еще. А сейчас они, в принципе, специально перекрывают кислород везде, где только можно. Поэтому собрать деньги на Западе — это не то же самое, что помочь человеку здесь. И мы говорим только о самой как бы простой части, если честно, да? Как организовать помощь. А есть же, в общем-то, сложные вещи. А сложная вещь — это преодоление, собственно, этого кризиса и переход к нормальной жизни, да? Где жизнь происходит по закону. Мы очень часто с коллегами обсуждаем такую очень простую дилемму. С одной стороны, не говорить об изменении Конституции нельзя, потому что как бы хочется показать всем, что есть план, как потом перейти к такой жизни, что это будет невозможно, что это не повторится.
С другой стороны, наша сегодняшняя ситуация не в том, что у нас плохая конституция и плохие законы, хотя много в них есть плохого. Проблема в том, что это плохие законы не исполняются абсолютно никак. Если они не исполняются государством, какая тогда разница, насколько мы можем улучшить эти законы, да, и насколько быстро? Тут весь вопрос стоит в самом фундаментальном, как прийти вот в момент, когда оно исполняется. Ну и как бы находясь на той стороне границы, я не вижу много инструментов, которыми можно было бы в этом процессе помочь. А помогать, находясь здесь, тоже ограничено, наверное, возможности пока, но, по крайней мере, они есть. Ну, я правильно разумею, што гэта найперш магчымасць такога дыялогу і пошукаў гэтых шляхоў з такімі ж аднадумцамі. Как один из моих коллег вот очень правильно это сформулировал, мне нравится, я позаимствовал. Мы проходим несколько фаз. Сейчас мы находимся в фазе давления, когда власть по-прежнему все еще думает, что давлением можно решить проблему. И тут ничего другого нельзя сделать, кроме как быть вместе со своим народом и показывать, что это давление ни к чему не приводит. Вот это вот то, где мы находимся. Естественно, что когда, наконец, до разных участников этого процесса на стороне властей дойдет, что это ни к чему не приводит, значит, будет проходить переход к какому-то разговору. И кто в этом разговоре будет участвовать, в каком качестве и какую субъектность представлять, это как бы вторично. Важно, что кому-то это нужно будет здесь делать. И тут будем надеяться, что мы к этому режиму перейдем достаточно быстро. А дальше никуда деться невозможно будет, кроме как провести все-таки какие-то вещи, которые приведут к новым выборам. Потому что на сегодняшний день как бы легитимная власть в Беларуси отсутствует. Ее нет. И мы должны прийти в момент, когда она появится. Поэтому вот эти все три фазы, они будут опять же требовать максимального присутствия здесь и работы здесь. Потому что это наше внутреннее дело внутри Беларуси. Давайте уявім, што ўлада ўсё ж такі заціскае пратэст зараз. Што тады будзе з эміграцыяй, рэлакацыяй бізнесаў, куды хутчэй за ўсё паедуць айцішнікі, наколькі масава IT-компании и просто программисты? Мы сейчас, насколько я знаю, не имеем какого-то ресурса, где бы мы это вот данные накапливали более-менее регулярно. Но анекдотали, ну вот на примерах мы же это наблюдаем как бы постоянно. И компании поменьше переносят бизнес быстрее, потому что меньше здесь завязок и меньше людей. А люди все принимают решения, ну, каждый сам за себя. То есть я встречаю регулярно каких-то коллег, которые вот если они из этой компании, они меня узнают, вот они подходят, здороваются, что-то говорят. Очевидно, что эти люди здесь все еще остались, и они не уехали. С другой стороны, если они решили, что это важно, подойти ко мне и поздороваться и поблагодарить меня, это значит, что они полностью согласны с повесткой, что жить дальше так будет невозможно. То есть даже люди, которые остаются, они участвуют, я уверен, чем могут, либо помогая пострадавшим, либо чем-то еще, с тем, чтобы все-таки мы продвигали в сторону свободного общества. И когда мы туда попадем, я уверен, что программисты здесь все еще будут, и я уверен, что это будет тот плацдарм, тот фундамент, с которого мы начнем опять рост. Быстро, достаточно. Но вот до какого, где это дно, это такой же вопрос, как спрашивают, сколько это еще продлится. То есть каждый лишний день — это лишние уехавшие люди, разочаровавшиеся люди, лишние потерянные инвестиции и так далее. Это каждый день происходит. А чем дольше это будет продолжаться, тем ниже мы упадем, и тем дальше нам обратно расти, чтобы вернуться на предыдущий уровень. И тут еще один очень важный вопрос для бизнесов самих, потому что у нас практически у всех бизнес репутационный. То есть, чтобы инвестор дал деньги под белорусскую какую-то вот разработку, значит, они должны быть уверены, что мы тут эффективно работаем и фокусированы на том, что нужно, а не там думаем, что мы будем делать, если интернет отключат или кого-то, ключевого сотрудника, на 15 суток посадят или там еще больше. Да? Очень сложно давать инвестиции даже стартапу, когда у тебя в голове такая штука. А мне в первый же месяц позвонили несколько человек, они сказали: слушай, мы тут думали маленькую покупку сделать в Беларуси. У тебя нет каких-то вот специальных знаний? Может быть, нам не стоит это все? Вот, может, скажешь, когда это закончится, мы тогда не будем совсем уж закрывать разговор. Я говорю: нет, не знаю. Они говорят: да, все понятно, но раз ты не знаешь, значит, мы так и думали, мы закрываем. То есть M&A, понятно, уже нет. Да?
Дальше развитие бизнеса для существующего бизнеса какого-то. Если это большой бизнес, это значит, что он уже многонациональный. И он уже в этом регионе где-то еще работает. Ты сидишь и ты думаешь, вот мне сейчас как бы добавлять здесь работу, либо мне добавлять сейчас в Беларуси. Естественно, что полной остановки не будет, что вот как бы, потому что если появляются сегодня свободные люди на рынке, значит, для них появится какая-то работа. Но точно никто не бежит вот сейчас в припрыжку снимать очередной бизнес-центр на 1000 человек, чтобы туда запланировать план роста на следующий год. То есть такого не может происходить, потому что уровень безопасности, он же не увеличивается, а снижается. У PandaDoc не было здесь никакой экономической активности, за которую как бы можно брать и просто взять 4 человек, просто пойти и посадить. То есть, ну, какой это сигнал? Это сигнал очень четко понятный, не вмешивайтесь, не приходите сюда сейчас с деньгами, а лучше держите их где-то еще. Разгром PandaDoc як повпливав на настрой в этой сфере агулам? С одной стороны, все понимали, что Микита сделал действие, ну, более резкое, чем остальные, и это его сразу вот помещает в самый-самый верх, да? А с другой стороны, все надеялись, что даже если какие-то там вещи, акции будут, они будут скорее против него или, может быть, даже против бизнеса, но не так вот грубо, когда просто взяли 4 человек в заложники, в тюрьму бросили, и теперь, ну, посмотрим, как ты будешь теперь вот высказывать свою гражданскую позицию. Так что в этом смысле это был очень четкий сигнал. Як вы думаеце, калі IT думаюць пра рэлакацыю, што для іх ну, найбольш вызначае, як прыняць гэтае рашэнне? Тое, што ў нас інтэрнэт па рубільніку адключаюць, ці палітычная такая нестабільнасць? Што на вагах Я перавешвае? думаю, что тут очень важно разделить, как бы, как думают, чем занимаются компании, и, соответственно, там совет директоров или CEO, и чем занимаются, и как на это смотрят люди, их семьи и так далее. Компаниям платят деньги за то, чтобы инвесторы и владельцы все-таки получали прибыль. Поэтому, да, они смотрят на производительность труда, на общеполитическую ситуацию, как это влияет, на то, защищены ли инвестиции, на то, как себя чувствуют люди. Почему? Потому что люди — это главный ресурс. В любой IT-компании их настроение — это номер 1, 2, 3, 4, 5. То есть ничего важнее нет. И когда IT-компании на это смотрят, они, безусловно, как бы в какой-то ситуации легко могут принимать решение продолжать бизнес. Ну, нелегко, но могут продолжать бизнес где-то еще. Потому что это вопрос эффективности ведения бизнеса. Эти люди обязаны по своим контрактам и по многим своим... Вот, у них есть responsibilities, обязанность, ответственность заботиться именно об этом, о судьбе компании. Теперь дальше, когда человек на это все смотрит, он же смотрит на это немножечко все-таки по-другому. Потому что он думает о своем уровне свобод, что произошло с его голосом, какой уровень безопасности его детей, его родителей, его родственников, и где, как кто должен жить. И вот эта система ценностей, она похожа, но она все-таки разная. Поэтому я все время говорю о том, что сначала происходит, то, что многие люди решают для себя, что нет, здесь все-таки небезопасно или некомфортно находиться, я уезжаю. Компания на это мгновенно реагирует, потому что для компании это номер 1 ресурс в производстве программного обеспечения. Поэтому вот примерно такая система ценностей, вот так вот это все происходит. Поэтому компании никогда не должны делать и ни в коем случае не могут делать политические заявления. Это в принципе неправильно. Но компании могут, и они делают заявление о том, что насилие недопустимо, потому что в этом политики никакой нет. И то, что беззаконие недопустимо, потому что это чистая экономика, здесь нету политики. То есть невозможно, любая компания может сказать: да, ребята, мы не можем продолжать эффективно развиваться и делать инвестиции, если вы не уважаете закон на таком уровне. Да, такое они могут сделать. Сказать, мы выступаем за такую политическую систему или такую, это в корне будет неправильно. Как бы в любой стране мира вам дадут понять, что не надо таких заявлений делать. Вы нарушаете границу корректности. Человек может и должен, потому что как гражданин каждый из нас имеет право выбора и право голоса. Я ще хацела пра вот такія перспектывы для Беларусі ў выпадку, калі пратэсты заціснуць цалкам, татальна там вынішчыць пратэсныя настроі, ну, допустим. Што будзе з інвестыцыямі ў Беларусі? Што будзе з беларускай эканомікай у гэтым выпадку?
Может быть, вы можете поразважать. А когда вы говорите, протесты полностью уйдут? З вулиц. Я про Мне просто вулиц. интересно, что вы имеете в виду? То, что как бы на улицу уже выйти будет невозможно? Да. Или то, что каким-то мифическим образом нам в воду что-то подмешали, мы пьем эту воду из крана, и мы счастливы абсолютно. Мы смотрим БТ, и вот у нас это не вызывает никакого. Вы какую часть вообще имеете в виду? Просто на улицу не можем выйти? Так. Нет, ну это интересный, в принципе, климат для инвестиций, когда люди боятся выйти на улицу, правда? Якія страты панясе эканоміка Беларусі ў гэтым выпадку? Калі інвестыцый будзе нуль? Мы сейчас пытаемся просчитать, в общем, определенные модели, вот что может пойти по разным сценариям в ситуации, если вот это давление будет продолжаться. Давайте на пару секундочек, вот там на Тутбай была очень хорошая подборка, несколько тезисов от вот группы Case, как раз-таки по поводу того, что происходит с экономикой и в каком вот состоянии мы находимся сегодня. А давайте начнем с того, что там 3, по-моему, было всего сектора экономики, которая вот в добавленной стоимости как бы двигает нашу экономику вверх в этом году, вот двигала рост ВВП. IT и телекоммуникация намного опережала следующие 2 категории, и это всего их было 3, остальные как бы в убыток больше работали, чем на рост с точки зрения ВВП, с точки зрения роста. Это было подбито вот до сих пор еще. Это мы до конца 4-го квартала еще не дожили. Понятно, что на это уже сыграл чуть-чуть ковид и многие другие вещи. То есть у нас достаточно сложная ситуация уже и без того была. Продолжение вот этого давления, даже если протест сохранился, он продолжается, не продолжается, каждый день, каждую неделю мы наблюдаем, как разлагается экономика. И она будет разлагаться вот ровно столько, сколько будет это давление продолжаться. Потому что я не знаю ни одного бизнесмена, который комфортно сейчас чувствует, чтобы начать что-то делать, вот как бы новое. Да, если у кого-то недостроенное здание, понятно, каждый пытается его достроить. Недостроенная квартира или дом, каждый пытается его достроить. Но вот я не думаю, что кто-то сейчас думает: о, классно, там, давай я начну новую стройку. Даже если кто-то об этом думает, они думают об этом в контексте, ну, когда-то что-то все закончится, вот я сейчас сделаю какое-то подготовительное, но никто сейчас не бросит несколько миллионов долларов на то, чтобы вот начать это делать. А у государства этих денег нет. Потому что государство сейчас все те резервы, которые в другие годы, может быть, и уходили бы в не самые эффективные, но тем не менее все-таки деньги возвращались обратно в экономику, просто они потом не очень много генерировали роста. Это все в ноль в лучшем случае уходило, а очень часто в убыток. Эти деньги государство сейчас вернуть тоже в инвестиции не сможет, потому что их нет, а то, что получается, это идет на обслуживание кредита, которые уже есть, а остальное просто на поддержание либо валютного рынка, либо просто банально выплату каких-то денег там тем же силовикам или еще кому-то. То есть это не будет реинвестировано обратно, потому что нечего реинвестировать. Так что вот будет происходить как-то так. Ці чакаеце вы яшчэ ўдар по ПВТ, што пазбавіць льготаў цалкам? Будуць яшчэ рэпрэсіі супраць кампаний, якія выказваюцца? Нет, и я не думаю, что это каким-то образом принципиально, потому что как бы тот ущерб, который сейчас нанесен, вот я говорил про репутационный бизнес, он сегодня уже нанесен такого уровня, по сравнению с которым как бы, ну, там, льготы это однозначно вторично. Это однозначно вторично. То есть пока не будет всему миру дан четко конкретный вот, сигнал, что насилие закончилось, происходят изменения, которые делают этот уровень беззакония невозможным в будущем. То есть недостаточно просто сыграть в доброго царя, сказать: ладно, я вас услышал, ну, фиг с вами, гуляйте по улицам по воскресеньям. Этого недостаточно. То есть для инвестора... Вы понимаете ведь еще, что произошло в августе? До августа во многом риск того, что произошло, это был риск скорее теоретический. Да, там часто ребята рассказывают вот про 2010 год, там еще какой-то, когда были какие-то выступления. Но они на самом деле минимально касались как бы производства в стране. Это была активная гражданская позиция определенного слоя, меньшего слоя населения, безусловно, потому что ваше поколение еще не выросло, много чего не произошло. В августе теперь было показано всему миру, что это не теоретическая возможность, а практическая, что интернет можно выключить на пару дней,
что таки можно это сделать, что можно довести ситуацию социальную до того, что здесь как бы полностью не парализована работа на, условно, там, минимум неделю, а на самом деле с учетом падения производительности труда, даже сейчас можно считать ее достаточно парализованной. И для инвестора это реальный риск. Этот риск теперь нельзя его отговорить. Сказать, ты мне поверь, теперь все будет хорошо. Этот риск надо показать, доказать, что теперь есть набор каких-то сдержек и противовесов, что это невозможно. И это возможно только одним способом. Это доказать, что политическая система все-таки была адаптирована под что? А под что она должна быть адаптирована? Под креативную экономику. Если бы у нас были полезные ископаемые, мы всего лишь занимались переработкой, или там можно было загнать рабочих и колхозников как бы на фермы и на заводы, закрыть двери, как пару раз это происходило, и просто заставить их крутить гайки, ну, может, что-то с этим там где-то можно делать. Сталинская экономика, люди работали, значит, в лагерях, много очень вещей как бы было построено в бывшем Советском Союзе заключенными. Я не думаю, что стартап из заключенных, хоть мы сейчас много шутим, что из Окрестина, из Жодина выходят люди уже целыми стартапами, но это хорошая шутка. Она, наверное, не очень хорошая, не очень хорошая презентация для инвесторов в Калифорнии. Я бы не стал там Окрестина и Жодина говорить, у меня новый стартап-хаб, причем я могу сейчас в пределах в любой день, в воскресенье могу моментально собрать вам супер-мега-команду, они будут 24/7 работать за еду, да, без выходных, потому что им делать больше нечего. Ну, то есть о чем мы говорим? Мне просто цікава, як ви лічыце, беларускія ўлады пасля таго, што адбылося, увогуле цяперашнія, могуць вярнуць да сябе давер інвестараў, ці гэта ў прынцыпе ўжо немагчыма? Нет, эти власти нет. И тут очень важно понимать тоже, что это не только белорусская экономика, а весь мир двигается дальше и дальше и дальше в сторону более цифровой, креативной экономики, которая по определению требует свободы мышления. То есть как бы здесь несовместимость на уровне того, что в автомобиль даже вот там самый старенький, самую копейку, двигатель там внутреннего сгорания, на дровах она не поедет. Да? На водке, кстати, тоже. То есть в 80-е годы, я уверен, пробовали. То есть нету такой возможности. Есть полная несовместимость вот этой растущей части экономики с их поведением. Это не зависит от моего мнения, вот возвращаясь к вашему начальному вопросу там раньше, там, задают ли вам вопросы, почему они ходят на митинги. Это не зависит от Координационного совета, это не зависит от Светланы Тихановской и 100% не зависит от текущих властей. Это просто вот такие законы развития общества. Если вы хотите, чтобы эта экономика была, значит, мнение студентов должно учитываться гораздо выше, чем мнение поставленных сверху чиновников в этих же университетах. То есть по-другому быть не может. Студенты в этих отношениях главное, а не чиновник, который имеет возможность открыть или закрыть дверь. Или позвонить в ОМОН и сказать, у меня тут что-то они на занятиях не так себя ведут, давайте вы их всех арестуете. Ну, то есть о чем вообще мы говорим? Мы говорим о том, что здесь несовместимость на самом фундаментальном уровне. Так что нет, нет, нет и нет. Это, конечно, могут ли какие-то люди, которые работают в структурах? Конечно, продолжить свою работу. Безусловно, но у них должны быть совершенно другие правила, может быть, другие должности, 100% другие начальники и другие лидеры у страны. Потому что вот то, что произошло и то, что происходит сейчас, показывает полную несовместимость того, как они думают, с тем, что должно происходить. Да, если бы мы сидели на нефтяной какой-то экономике, у нас было здесь огромное количество... Мы отчасти сидим, но просто за счет транзита. Но это все равно как бы не наш источник в любом случае, поэтому тут как бы все спорно. Но если бы у нас был какой-то там мега набор полезных ископаемых, еще что-то, да, можно было бы рассматривать такой вариант, сохранять такое движение. Но Беларусь не имеет такой возможности, так что нет. Як ви лічыце, тыя праграмісты, тыя IT-кампаніі, якія зараз вымушана з'язджаюць, калі у Беларусі зменіцца ўлада, яны вернуцца? Конечно. На самом деле уровень патриотизма среди белорусов, которые живут не здесь, очень высокий. Очень высокий. Сложно прогнозировать, с какой скоростью это будет, какие будут разные контексты у разных людей. Но я об этом говорю много, что даже
даже не белорусы, а вот люди, которые работают с белорусскими компаниями, частными компаниями, компаниями, которые показали, какой эффективности можно добиться, когда вот у тебя в твоем офисе есть свобода, креативность и способность принятия быстрых решений. А эти люди хотят работать. Интересно, вот тоже анекдот. На межправительственном уровне одно из государств очень хотело построить за счет вот нашего IT-сектора и парка что-то для себя. Может, такой же парк, может просто воспользоваться какими-то разработками, потому что они видят, что развивается что-то очень быстро. Но поскольку это межгосударственный контакт, то в качестве экспертов, как это сделать, были предоставлены государственные чиновники. Вот 1,5 года, значит, эта страна пыталась что-то из этого добиться, но так ничего не добилась. Потом они пришли и сказали, мы понимаем теперь, почему ничего не получилось. Мы же разговаривали с людьми, которые как бы ничего в этом не понимают. Они просто рядом как бы сидели и берут за это, значит, себе, как сказать, кредит. Да? То есть в этом смысле масса людей хотят работать с Белоруссией, и масса людей хотят работать с белорусскими разработчиками, и с белорусскими людьми, и с белорусским народом. Но не обязательно с чиновничеством, и уж точно не с силовиками, и уж точно не с текущей властью. Они хотят работать с теми людьми, вот, которые, как вы, которые могут что-то делать классное. И они вернутся, они никуда не денутся, когда они увидят, что здесь можно работать. Что вы ввогуле думаете про отключение интернета по рубильнику? Ну, глупость. А что вы думаете? Вот давайте так сделаем, потому что это такие классные вопросы. А вы что думаете по поводу выключения интернета по рубильнику? Ну, я прыкладна тое самае думаю. Для нас, як для журналістаў, гэта важна, але для айцішнікаў гэта ж катастрофа. Это катастрофа, но вот это очень интересный вопрос задавать его, опять же, чиновникам и власти. И вот проверять это как лакмусовую бумажку. Как бы, если человек сказал, да, я считаю, что это все-таки в каких-то случаях нужно, красная кнопочка, там красная птичка. Если человек говорит нет, запрещать средства информации, коммуникации ни при каких условиях невозможно, зелененькая. Очень хорошая лакмусовая бумажка. Як вы думаеце, яны улады ўвогуле пралічвалі, колькі каштуе отключение интернета кожную неделю? Нет, на самом деле все гораздо хуже. На самом деле я думаю, что сегодня во власти в принципе никто из экономического блока или там социального, или еще кого-то не имеет никакого права голоса. Они сейчас просто предоставляют ширмочку для силового блока, который, в общем-то, сейчас диктует полностью повестку, что происходит каждый день. Потому что как только у этих людей появится голос, поверьте мне, там, мы можем с ними расходиться по целому ряду вопросов, включая политические, социальные, про уровень свобод. Но они очень неглупые люди. Они отлично понимают, что происходит. Если бы у них было какое-то право голоса, та жесть, которая происходит здесь сейчас каждое воскресенье или там другие дни, она бы не происходила. Это исключительно силовой блок. Што павінна адбыцца, каб сітуацыя перакулілася, каб зноў уплыў мелі людзі, якія ведаюць, як развіваць краіну, а не як строіць людзей? Ну, естественно, что должна произойти смена восприятия, плана там буквально в парочке голов. Потому что сейчас вот эта патовая ситуация, она может продолжаться бесконечно долго. Потому что уровень возмущения людей и вообще уровень недовольства, он такой, что это, назрел, это на повестке дня. С другой стороны, восприятие этого, вот люди постарше помнят, там, как появляются революции, там, верхи не могут, низы не хотят. Да? Вот очень классические, очень многие фразы, к сожалению, сейчас очень хорошо работают. А восприятие фактов на самом-самом-самом верху в этой парочке голов должно поменяться. И должно быть сказано так: вы, ребята, больше в это не вмешивайтесь, попытались зачистить, спасибо вам за преданность. Хорошая была гипотеза, что может получиться, но очевидно, что ситуация зашла гораздо дальше, недовольство гораздо выше, зачистить не получится. Давайте отдадим сейчас вопрос принятия решений и вопрос, как выход из ситуации, людям, которые гораздо лучше владеют материалом и гораздо лучше под это подходят. Я не говорю о том, чтобы это отдали оппозиционерам, я говорю о том, что, по крайней мере, чтобы было видно, что это отдали людям, у которых инструменты другие.
Не водометы, не дубинки, не ОМОН, который приезжает каждую неделю, загружает по максимуму автобусики, уезжает, приезжает еще раз, потом в конце марша загружает по максимуму, уезжает. А людям, которые понимают, что есть другие средства решения вопросов, и в частности переговоры. Пока это вот в паре голов не произойдет, значит, будет происходить, к сожалению, то, что будет происходить. Мы будем показывать свое несогласие, а власти будут показывать, что наше несогласие им пока все равно им, наше несогласие. Ну, окей. Як вы ставіцеся да дзейнасці кіберпартызан беларускіх? Я не особенно слежу, никак к этому не отношусь. Яны ўзламваюць сайт МУС, напрыклад, там і іншых сайтаў, БТ, НТ, ставяць туды ролики нехты. Ну, это, я не думаю, что это на что-то кардинально влияет, но это вот интересный сигнал, что может и будет происходить, несмотря вот сколько бы мы ни говорили о том, что все должно оставаться, что типа то, что власти беззаконие творят, не значит, что это должно нас мотивировать делать что-то неправильно, да. Это на самом деле интересная пацифистская и как бы мирная позиция, но она, очевидно, будет близка не всем. И с каждым днем все больше и больше людей будут просто немножко злиться на то, что происходит. И не надо быть провидцем, тут достаточно посмотреть на историю, на то, что можно сделать как бы с нормальным, очень мирным народом, если постоянно применять насилие день за днем, у кого угодно могут заканчиваться в конечном итоге как бы терпение и батарейки. Так что я, наверное, до какой-то степени могу объяснить, хотя вот, как я вам уже сказал, я не слежу особенно за их действиями. Як вы ставіцеся да дэанімізацыі сілавікоў пры дапамозе нейрасетак? Увогуле гэта прывядзе да нейкага вырашэння канфлікту ці, наадварот, да эскалацыі? Я считаю, что в каждом таком действии, когда мы, вот кто-то, кто поддерживает народ, но в то же время готов прибегать вот к таким вот спорным методам, это значит, что, к сожалению, мы одновременно, даже если мы получаем какое-то тактическое преимущество, мы теряем тоже что-то. Потому что мы теряем все-таки уровень своей правоты и своей преданности как бы вот идеи тому, как действовать правильно. Особенно, если это там касается семьи или еще кого-то. Но людей, которые это делают, невозможно тоже слишком сильно осуждать, да, потому что может, там у этого человека родственника избили. Вот как можно, допустим, здесь разговаривать с отцом или матерью, или братом там, девочки, которую избили на окрестном? И сказать ему: ай-яй-яй, а вот ты не публикуй информацию о чем-то. Потому что этот человек тебе скажет: о чем ты вообще говоришь? То есть там у меня сестру или брата или еще кого-то взяли и избили, или там изнасиловали, или еще что-то. Поэтому, к сожалению, это часть сейчас нашей ситуации, в которую мы попадаем. Из этой ситуации выход может быть только один. Перестать из силовиков заставлять преступными приказами нарушать закон и идти против своего народа. Ничего другого сделать невозможно. Пока это не сделано, люди, которые выходят на демонстрации, они рискуют быть задержанными, избитыми и так далее. Люди, которые выходят на другой стороне, они тоже рискуют, потому что они нарушают закон, они идут по приказу, они понимают, что на самом деле они нарушают очень много. Люди, которые не берут расследование себе в работу, а это очень высококвалифицированные юристы, или, по крайней мере, настолько квалифицированные, которые у нас в этой стране есть, следователи, да, они тоже отлично понимают, что происходит. Они понимают, что сейчас вот как бы закон был разорван, и вот ты эту бумажку просто используешь для того, чтобы приказ как-то прикрывать, да, а это мы делаем здесь. Поэтому чем дольше это происходит, тем больше людей попадает в ситуацию морального и фактического выбора, которую на самом деле лучше бы мы их не ставили. И лучше бы мы не ставили людей в ситуацию, когда силовики пытаются изо всех сил скрыть свое лицо. Потому что я приехал из страны, где все работает немножко по-другому. При всех там разногласиях, вот, ох, елки, сколько ж мне присылали видео, когда у нас были там какие-то протесты, и говорили: у тебя там дом не горит, там все ли у тебя в порядке. Ребята, разница кардинальная в том, что каждое нарушение закона там расследуется. Там они протестовали, причем не так уж и мирно по сравнению с тем, что здесь. За то, что все еще эти случаи продолжаются. Там ни у кого вопроса, что расследование произойдет, нет. Понимаете, там за убийство кого-то в Миннеаполисе или еще где-то.
А здесь расследование даже не начинается. Вот как бы она разница. Но если это убрать в сторону, там типичная идиллия. Это утречком в субботу семьи завтракают. Полицейские, у них там в середине смены есть время попить кофейку и там скушать булочку. Они приходят вместо за завтраком, пока они там сидят 15-20 минут, что-то кушают. Кто-то из клиентов может подозвать официантку и попросить счет принести этому человеку. Просто в благодарность за то, что человек следит в полиции. Вот когда-нибудь у нас здесь будет точно так же. Но мы сейчас как бы движемся в противоположных направлениях. Но оно так точно будет. И надо будет не скрывать лица, а наоборот. И с бэджиком рядом будут дети фотографироваться. У нас зараз улады так паказальна, дэманстратыўна кідаюць за краты вядомых людзей. Алену Леўчынка, там, Дудзінскага, Кахно. У вас готовы тревожный чемоданчик? Там чемоданчик, ну, то есть там, наверное, что-то может нужно, может нет, но я думаю, что это меньше из проблем. Там, если что с собой взять, я уверен, что книжку и смену белья принесут. Морально вы, в принципе, Ну, подрихтованы до всего. здесь, в этом смысле здесь вся страна готова. Я вот опять же пример привожу очень классический, когда на одном из женских маршей задержали вот парочку моих знакомых, которые, ну, постарше уже. И как бы, то есть с каждым днем вот этот вот, то есть происходит привыкание общества. Вот к арестам так точно. То есть там к большему насилию, конечно, пока привыкания нет, поэтому я и надеюсь, что на самом деле не будет никаких столкновений. А к арестам, ну, как бы сейчас это вообще все относятся к этому как к само собой разумеющемуся. И это же шутка, в ней только доля шутки, что кто не сидел, тот не белорус. Ну, то есть тут же как бы эту шутку уже повторяют, она уже засалена довольно прилично. Так что я думаю, что это, в принципе, небольшая сейчас, к сожалению, для всего общества. Это перестало быть какой-то проблемой. Ваша цитата. «Не представляю, как можно из Беларуси сделать Северную Корею». Чаму вы не ўяўляеце? Бо у нас жа просто чалавек выходзіць са сцягам на балкон, і яго за гэта штрафуюць, гэта пікет. Ці гэта не Паўночная Корея? Может быть, яна ўжо пришла до нас? Ну, мы же с вами разговариваем здесь сейчас. Значит, вы для прикола попробуйте найти такую же вот студию, таким же образом поговорить в Северной Корее. Тогда, я думаю, все-таки разница будет более очевидна. Тут, смотрите, я думаю, что даже самые-самые-самые горячие головы во власти не готовы вернуть, потому что мы же говорим не про 90-е. Мы говорим про Северную Корею, которая за 90-ми. Она в те годы, когда вы еще не родились. И нет, даже у них такой идеи в голове сегодня нет. А у них есть мечта, чтобы люди просто работали и как бы вот не выступали. И как бы платили налоги и содержали вот этот вот аппарат. В Корее же этого не происходит. В Корее нет комфортно чувствующего большого аппарата, потому что там, в принципе, чтобы сделать комфорт, ну, то есть очень многие вещи там просто недоступны в Северной Корее. Поэтому я думаю, что просто такая задача ни перед кем не ставится, и как бы вариантов нет. Если у нас элементы, или появляются у нас элементы, которые нас продвигают в сторону Северной, конечно, это есть. Но нам для Северной Кореи очень далеко. Расскажите про свою семью. Что же вам рассказать на Хотя эту б тему? трошку, вот, каб зразумець, у якім асяроддзі вы знаходзіцеся. Я ведаю, что у вас дети есть. Да, но у меня есть взрослый один уже достаточно, то есть, в общем-то, примерно вашего возраста. Есть двое детей помладше, 2 маленькие девочки. А старейший сын? Да. А молодший якого узросту? Младшие, они не очень понимают пока, что происходит. То есть они достаточно маленькие, они знают, что там я где-то в командировке. Они, в принципе, привыкли, что я все время провожу время, ну, На праце? по работе. Да, где-то путешествия, где-то там часто за границей. Поэтому, в принципе, в этом смысле для них нет вот изменения какого-то. И они еще недостаточно взрослые, чтобы понимать что-то. У меня здесь папа вот живет, ему 87 лет. Обычно, когда я здесь, я говорю, я им даже по работе никогда это не особо объясняю, что я еду по работе, я говорю, я еду к дедушке. Вот они привыкли, что я где-то поехал к дедушке, и вот как бы, или там брат у меня тоже здесь, вот что я там где-то с дядей Андреем,
вот у них в голове это скорее так, что я сейчас в другой части, и пока вот мне нужно находиться здесь. Это на самом деле очень хорошо, потому что нет лишних каких-то волнений, лишних проблем. В этом смысле, вот на ваш вопрос отвечая, то есть не каждый может организовать вот так свою жизнь, чтобы можно было рисковать скорее собой, а не рисковать, например, там, большим бизнесом из десятков тысяч людей, перед которым стоят многие достаточно большие бизнесмены здесь, или не рисковать своими сотрудниками физически, как получилось с «Пандой», или не рисковать там своими детьми. То есть это проще гораздо, конечно, когда ты решаешь в первую очередь за себя, а тут надо это учитывать, принимать во внимание. А что ваш сын думает про ситуацию в Беларуси? Вы с ним размовляете про это? Он вырос уже как совсем американец, он как бы прикладывает к этому, но в отличие от остальных американцев, понятно, он немножко ближе это к сердцу воспринимает, он немного лучше понимает, очень увлекается разными статьями, где как бы геополитический аспект подчеркивается, вот отношения с Россией, еще чего-то, потому что он видит, что это совершенно не в повестке дня, допустим. Вот на ваш вопрос он бы тоже отлично ответил по поводу заявлений Байдена или еще что-то, да? Потому что он видит, что здесь это не в повестке, зато это в повестке российской прессы. То есть не надо быть гением, чтобы понимать, что вот оно вот как-то так. Дальше у него, как и у всех, как бы есть какие-то свои соображения, свои теории, но ни у кого нет четкого понимания, что происходит и как это может развиваться. А ці значить для яго штосьці Беларусь увогуле? Нет, тут совершенно это по-другому воспринимается, конечно. То есть как бы он приехал достаточно маленьким, он живет с 5 лет в Соединенных Штатах, говорит по-русски с акцентом. То есть для него это есть часть его жизни, это связано, он знает, помнит даже еще какие-то воспоминания, какие-то улицы. Но это совершенно не то же самое, что для меня, например. То есть для меня это родина, а для него все-таки родина — это Соединенные Штаты Америки. То есть тут тоже, тут все совершенно четко. Для него это папина родина. Вот как-то так. З якої Білорусі ви з'їжджали 20 років тому? Що ви пам'ятаєте про її? Я все помню и 20 лет назад, и 10 лет назад, и 5 лет назад. То есть я, в общем-то, видел достаточно хорошо, как развивалась страна, потому что я здесь все время бывал. Мені цікаво просто, яку країну ви покинули ось тоді, так? Перед тим, як уже з'їхали на довгий час, на працу. Раз уж мы вот заговорили про моего сына, это вот интересное такое воспоминание на эту тему, потому что 5 лет мы начали думать тогда, что вот надо в какую-то готовиться в школу попадать рано или поздно. И в Штатах школьная начинается, вот в школу ты идешь уже в 5 лет. Такой как бы подготовительный класс получается. И мы начали применять это к себе. Вот на тот момент вы сказали, как айтишники хорошо живут. Я сходил в какую-то школу, или там детский садик, или гимназию, что-то такое. Я помню, что меня поразило, что тогда еще здесь Волком только-только появлялся, что там было много детей с сотовыми телефонами, а у меня не было сотового телефона. И тут я подумал, что вот как бы при том, что я могу себе позволить, чтобы мой ребенок ходил в эту школу, но тут будут свои моменты, что придется с самого начала как бы разбираться, как сделать так, чтобы он не вырос золотой молодежью. Вот я помню такое вот ощущение. А что еще было? Инфраструктура, безусловно, нормальная для ведения бизнеса или для ведения работы отсутствовала на тот момент. Но мы уже тогда придумали. То есть для меня переезд был скорее профессиональный, а для моей бывшей супруги он был гораздо более персональный, потому что она бывшая журналистка. И вот она, например, там много лет уже говорила, что я себя не вижу, как бы что делать и вообще чем тут заниматься. Мне это... Вот я в этом смысле профессионально чувствовал себя достаточно нормально, но там по совокупности условий, вот к вопросу, как семьи переезжают, это же, в общем-то, семейные решения. Я уверен, что если бы на тот момент она нашла для себя, как дальше развиваться как журналист, вполне вероятно, чаша весов бы перевесила. Для бизнеса это, наверное, было бы скорее плохо, чем хорошо, потому что надо было много чего делать на той стороне, развиваться и учиться. Здесь учиться было этому негде, и не было возможности тогда. А для семейной, например, какой-то обстановки наверняка было бы проще, потому что тут и родители оставались, и родственники, и все остальные. Вот так и получилось. Я чула, што вы далучыліся да чата свайго раёна. Гэта праўда? Нейкага лакальнага?
Ну, это было, я там временно живу, но мне было интересно посмотреть, что происходит, да. Что там отбывается? Ну, вообще интересно, то есть Лебяжи это довольно... То есть там так, я живу немножко на отшибе, и к 8 я редко возвращаюсь. Но движ там очень прикольный. Там танцы у Лебяжих кожный вечер. Сейчас танцы, вот в пятницу там моя коллега Оксана выступала с лекцией, то есть там много чего. Я в воскресенье так случайно вот столкнулся, как оказалось, опять же, моя коллега, знакомая, с которой мы знаем друг друга, ну, лет, наверное, 15, даже больше. Вот она там живет недалеко, она говорит, приходи обязательно, рассказала мне точно. Я говорю, слушай, большой район, я как бы до конца не понял, а где вот движ этот? Она мне рассказала, где это происходит, возле какого магазина. Но это во многих районах происходит. В этом смысле, значит, я долго думал, что я не там живу. Вот, теперь я понял, что я просто не в то время возвращаюсь домой.